В 91-м она уехала в Австралию. В 97-м выпустила первый альбом, сборник песен народов мира, а потом стала сочинять песни на родном татарском. Диск «Алюке» был назван альбомом года в Австралии. Потом, конечно же, были песни и на русском, и на английском, и даже моноспектакль по собственной пьесе. О ком это я? Спросите вы. О Зульфие Камаловой, лауреате многочисленных конкурсов музыки в стиле World Music, заслуженной артистки Татарстана. Доброе утро. Доброе утро. Хочу поприветствовать вас на родной земле и спросить, скучаете ли вы? Бывает, что вам снится что-нибудь? Да, я скучаю, спасибо большое, но я так стала часто приезжать, что даже не успеваю соскучиться. Серьезно? Это хорошо. Ну вот я была 3 месяца назад, и уже снова здесь. Как-то в один из своих приездов вы были на фестивале «Крутушка», да? И пели с мастером горлового пения Радиком Тилюшем. Это было достаточно неожиданно для нашей публики. Чья это была идея? Вообще, как часто вы с кем-то поете? Да, это моя была идея, но я вообще человек очень увлекающийся, и если мне придет какая-то идея в голову, то я пытаюсь на эту тему что-то придумать. Просто я на «Крутушку» приехала, у меня не было с собой ансамбля, и я хотела все равно поучаствовать, поскольку я ребят знаю, и я просто спросила Радика, не хотел ли бы он со мной 2 песни спеть, тем более, что у нас же такой подход, пантюркизм, мы же любим друг друга, все те, кто имеет такие корни, поэтому мне очень нравится его творчество, и вот я была очень счастлива, что нам удалось с ним поработать вместе. Я надеюсь, что не в последний раз. Я знаю еще одного человека, с которым вы сотрудничали, и который буквально принародно сказал, что я ее люблю. Это Мубай. Да. А вы сможете признаться ему в любви? Да, мы любим друг друга. Я очень уважаю Мубая. Он нашел тоже свой голос, такой отличный от других. И мне льстит, что как бы для него я тоже являлась вдохновением. Поэтому мы нашли друг друга, так скажем. У нас же был в прошлом году концерт вместе. Вот, и было приятно наконец-то вместе попеть что-то. Я надеюсь, что с ним тоже мы не закончим наше сотрудничество и будем дальше что-то придумывать. А в чем вы находите вдохновение? Вот в людях, я так понимаю, да? В тех людях, которые занимаются чем-то творческим, пением и так далее. А есть еще что-то, скажем, вообще из другого мира? Мне нравится, когда люди откровенны и честны. То есть, когда они делают то, во что верят. То есть, бывает же, зачастую, что люди просто делают то, что выгодно, то, что коммерчески, как-то успешно. В этом тоже, конечно, ничего зазорного нет, но меня привлекают именно люди, которые искренне относятся к своему творчеству, и они хотят им заниматься, и, может быть, оно совсем не коммерческое. И не приносит никаких денег, и слушает мало людей. Да, но им нравится, они хотят это делать, и они делают честно и очень качественно. То есть, мне кажется, это чувствуется сразу. У вас буквально 1,5 дня назад вышел новый альбом. Он вышел, да, 1,5 дня назад, и это очень большая такая радостная новость, потому что мы очень долго над ним работали. Это совместный проект с голландским продюсером, его зовут Герман Попов. У него тоже свои работы очень интересные, но вот просто так получилось, что я к нему обратилась, и он был не против со мной посотрудничать, и у нас такой получился альбом. Я считаю, что очень даже интересный. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы нашли время в своем напряженном графике для нас. Надеюсь на то, что мы с вами обязательно как-нибудь увидимся. Если не в этой студии, то где-нибудь на фестивале. Да, спасибо вам. Спасибо. У нас в гостях была Зульфия Камалова, лауреат многочисленных конкурсов музыки в стиле World Music, заслуженная артистка Татарстана. Новое утро продолжается.